Ну что, уважаемые друзья, вот такая у меня приятная новость для всех, для вас. Завтра буквально на телевидении, если не ошибаюсь, состоится премьера замечательной драмы, которую, между прочим, я уже посмотрел, называется она «Экран». Ну и по этому поводу сегодня вечером в нашей вечерней студии замечательный человек, который приложил свою руку в создании данной кинокартины, сценарист и режиссер Зариф Зарипов. Добрый вечер. Всем добрый вечер, спасибо, что пригласили в эту уютную студию. Вот Зарифу настолько понравилось, что он немножко даже прикимаривать у нас даже стал, ему так хорошо, так уютно, так тепло. Ну что, Приглашайте почаще. обязательно. Добро пожаловать к нам, мы всегда рады вас видеть, всегда рады видеть творческих людей, которые удивляют мир, которые создают таджикское кино, между прочим, уважаемые друзья. Да, это странная звучит фраза для вас, но таджикское кино существует, и оно классное, друзья. Я сегодня в этом, между прочим, убедился. Ну, давайте с вами знакомиться вначале. Меня зовут Андрей Соколов. Вот. Очень приятно, меня зовут Зариф Зарипов, я начинающий режиссер. Я был киноманом, но потом встретил Муиддина Музафара, очень крутого режиссера, и мы вместе с ним работали, я проходил практику у него в фильмах, и в какой-то момент он сказал, что давай уже, ты тоже делай кино. Сначала он заставил меня написать сценарий, потом заставил режиссировать это все, а потом я сам еще это все смонтировал, делал звук. И вот получился экран. Экран, друзья, это давайте вот немножко все-таки поговорим о сюжете данной картины, потому что вот мы сейчас, наверное, слушатели поставили просто в тупик, они не понимают, о чем говорят, что за экран, что за фильм. Давайте немного о сюжете поговорим. Многие, наверное, смотрели такой сериал, есть «Черное зеркало». «Черное зеркало», почему оно так называется? Потому что мы всегда каждый день видим, что у нас есть в руках телефон, и на нем черный экран. Абсолютно верно. И вот мне эта идея очень понравилась тогда, и я решил, что у меня тоже фильм про это, про новые технологии, как новые технологии влияют на жизнь среднестатистической таджикской семьи. И решил назвать фильм «Экран». Замечательно. Ну, я тоже расскажу, что вот юный Парвиз все еще ищет себя в жизни. Он работает таксистом, взял машину в кредит. Он живет в трехкомнатной квартире с женой, ребенком, матерью. Но это обычная наша таджикская семья, в которой ничего не происходит экстраординарного, кроме периодических сбоев с интернетом. Да, и сможет ли это изменить жизнь главных героев? Вот такой вот большущий вопрос. Но, друзья, я дальше ничего раскрывать не буду вам, потому что действительно уже завтра состоится премьера. Кстати, где, когда, на каком телевидении мы сможем увидеть? Посмотреть это на ТВ Синамо. Там будет одно интервью со мной. И потом можете посмотреть этот фильм. Но если вдруг вы пропустите, мы после этого сразу его опубликуем в нашем YouTube-канале. Называется Dove Films. Пожалуйста, не пропустите. Обязательно заходите на YouTube-канал Dove Films и посмотрите эту картину. Но мне вот на первый взгляд, когда я посмотрел данный фильм, я вот так вот, знаешь, просканировал его и провел его через свою жизнь. Потому что сейчас в современном мире мы, вот взрослые люди, в особенности, большей частью отдаем воспитание детей, отдаем на воспитание детей телефонами. Телефоном и планшетом. Да. Главный гаджет, который воспитывает наших детей в нашем мире на данный момент. Это плохо, это ужасно. Но, честно говоря, вот мы, взрослые, ничего с этим делать не можем. Согласитесь, это удобно. Это очень удобно. И планшет, и все, ты свободен, но что они там смотрят, чему какой они контент учатся, потребляют, да. Вот я хотел заострить на этом внимание и заставить людей задуматься. Все-таки часть, наверное, сюжета тоже была слизана собственной жизни, собственного... Да. Вот интернет у меня тоже вот так зависал, и мне всегда жена жаловалась, что когда же ты, наконец, этот интернет починишь? Это я взял из своей жизни, но я не таксист, у меня с женой все хорошо, я стараюсь воспитывать детей, но мальчик, который играет там в этом фильме, это мой сын, и он там играет самого себя.
он также смотрит всякую дичь, и я Это хотел про это рассказать. Главный посыл картины – это действительно намекнуть нам, что мы, взрослые, должны нет-нет, да и обращать внимание на собственных детей. Не отдавать и не их только полностью детей, в руки да. интернета. И не только детей. Если вы заметили, там и жена смотрит телефон, конечно. и даже свекровь. Сейчас и взрослые тоже научились пользоваться интернетом и постоянно на нем сидят. Из-за этого мы друг с другом не разговариваем. Абсолютно верно. А хотя, если бы мы разговаривали, может быть, многих проблем бы и не было. Хороший вопрос. Знаете, надо просто прийти домой и выдернуть вилку, и все, как говорится, поговорить. Прощай Wi-Fi, Да, давайте да. общаться, друзья. Да. Вы знаете, есть такая даже шутка. Сегодня в офисе столько много хороших людей, только добродушных, хороших людей. Отключили интернет на 2 часа. Да. Оказывается, столько хороших да, людей. Столько хороших людей вокруг вас. У меня вот еще один вопрос. Главную героиню играла известная певица Озуда Ахатова. Да. В Сагдийской области очень известная певица. Ну, как вот уговорили известную личность поучаствовать, и, в принципе, человека, который далек от кино, от актерства? Или я ошибаюсь? Нет, вы ошибаетесь. Она снималась у Муидина Музафара. «Договор» называется на русском этот фильм. Она там играет очень хорошую роль плохой женщины. Очень хорошая роль плохой женщины. Да. И тогда она мне вот приглянулась, и мы ей предложили, и она с удовольствием согласилась. И мне кажется, она очень хорошо смотрится в этой роли. Да, я абсолютно с вами согласен. Но я могу утверждать, я потому что видел, и действительно она справилась на отлично. Да. Но все же, фильм ведь строится не на актерах, даже большей частью. Вот знаете, вот такой вот вы обманщик, потому что вот взяли и обманули актеров. Знаете, в каком отношении? Потому что я говорю о своих впечатлениях о фильме «Экран». Я хочу сказать, что главные роли достались не актерам. Ведь так ведь? Кому? Нет, не актерам. Потому что сама атмосфера, мне кажется, вот сама атмосфера создает чувство такое, как вы сказали, вне эфира тревожность. Сама картинка даже, мне кажется, сама картинка ведет тебя по всему фильму. А вот актеры, да, они какую-то роль принимают. Но я не хочу их обидеть, они молодцы, они классно все сделали. Но большей частью ведь не на диалогах здесь строится, а на визуале. Да, знаете, в чем удовольствие работы режиссера? Вы создаете какое-то произведение, и потом оно живет своей жизнью. Есть иногда мне говорят, что ты здесь закладывал вот такой смысл, а я не закладывал, я просто делал то, что мне велит интуиция, и это как-то вот и каждый в нем находит свои смыслы, и это прекрасно. Ну, то есть вы же вложили свой смысл, вам же хочется, чтобы его люди тоже увидели? Или, да, или хотите, чтобы видели что-то разное, что-то свое? Я сделал, как сказать, возможность для разных интерпретаций, чтобы каждый человек увидел в этом что-то свое. И раз вы мне такое говорите, новую мысль, значит, эта идея удалась. Хитрый какой вы, а? А вот почему все-таки согласились люди с Dove Cinema или Dove Films, да, прошу прощения, согласились продюсировать картину? Как вот уговорили? Dove Films мы открыли недавно, а этот фильм мы снимали в Сук Синамо. Раньше мы все были в Сук Синамо. Это государственная киностудия, которая базируется в Сагдийской области. После этого мы открыли Dove Films, и сейчас мы занимаемся новыми проектами. Тот фильм мы делали там, в Сук Синамо. Суксинамо. Ну, честно говоря, фильм снимали в Худжанде. Я сразу увидел те самые знакомые мне очень хорошо локации. Да. Потому что я родом из Худжанда, так что я сразу узнал свой город. Те, кто из Худжанда, они каждый сантиметр Худжанда знают. Да, это абсолютно верно. Ну, это правда. Город у нас небольшой. Небольшой. Ну что, уважаемые друзья, прямо сейчас мы сделаем на этой позитивной ноте небольшую паузу, чтобы, естественно, вернуться снова. Будьте с нами. گوش کن همین فرزند داشتن چه خیلی است زور تو رو در خانه زنی مهربان و دوست داشته انتظار پدر و مادر روزی وقتی فرزند به دنیا می آید حیات تو 180 درجه عوض می شود
Отлично, уважаемые друзья. И в гостях у нас сегодня и сценарист, и режиссер, уважаемые друзья, данной картины, который вложил свою душу и сердце. Это Зариф Зарипов. Еще раз добрый вечер. Еще раз спасибо. Да, еще раз. Ну, кстати, вот у меня будет такой вопрос, поскольку действительно я уже заглянул за эту маленькую шторку и посмотрел кинофильм, мне все время хотелось бы узнать, почему, в чем причина и в чем вот цикличность отключения вот этого интернета, которое происходило в доме. Мне просто интересно. Обычно не раскрывают такие вещи, но сделаем исключение, потому что надо, чтобы больше людей это посмотрело. Конечно. Да, и почему цикличность, почему отключается? Во-первых, это я взял из своей жизни, а какой в этом смысл, если вы обратите внимание, когда интернет не работает, как вы сказали в этой вашей шутке, они начинают друг с другом разговаривать. Было дело, да. И это как вот они превращаются в зомби от этого интернета. Но я не хотел об этом кричать, делать это в лоб. Я хотел это сделать как-то красиво, не так, чтобы бросалось в глаза. Не так, чтобы бросалось в глаза. Мне еще сцена понравилась одна. Я, честно говоря, даже где-то свою семью даже поймал на мысли. Вы знаете, бывает же такое, вот просто заходишь в комнату в какой-то момент, когда находишься у себя дома, и смотришь так, теща с телефоном, жена с телефоном, двое детей сидят с телефонами. И так заходишь, так смотришь, ну, здравствуй, цифровая семья. И я вот этот кадр, вот в особенности, когда они сидят на кухне и сидят все просто в телефонах, я просто срисовал со своей семьей, мне казалось, что это вот просто мои родственники тоже сидят в виртуальном пространстве, знаете, вот это перекликается очень сильно, и я думаю, что вот, а все же, если взять, что интернет это не совсем зло для нас. Мы не только ведь действительно зависаем там в ТикТоках, в Инстаграме, но ведь еще и польза есть от него. Да, если бы я хотел показать, что интернет это зло, я бы сделал как в социальных роликах, где все по городу ходят как зомби, вот такие утонувшие с телефона. Нет, я уверен, что интернет это благо, оно нам помогает. Я благодаря интернету научился снимать кино. Просто вопрос здесь в том, правильно ли мы его используем. Да, вопрос действительно очень хороший, потому что у нас нет как такового лимита ни у кого из нас, и мы даже об этом, мне кажется, даже не задумываемся, сколько нам пользоваться этим интернетом. И с каким делать, наверное, намерением использовать его. Ну, да, друзья, это правда жизнь. И еще хотелось бы отметить еще один момент фильма, который мне, честно говоря, больше всего и понравился. Это была концовка картины, когда маленький мальчик уже стоял у окна. Я раскрою секрет для слушателей. Смотрел вот на этого монстра. Кстати, откуда идея была вот взята вот с этого страшного чудовища, которое там каким-то образом... Честно говоря, она мне очень понравилась. Чисто визуально, с эффектами она мне прям хорошо зашла. Кстати, я хочу рекламировать моего друга. Его зовут Давлат Зохидов. Он живет в Гафурове и делает визуальные эффекты для артистов Запада, американских, кстати, русских, зарубежных. И он мне помог сделать почти бесплатно, по-дружески, и за это ему большое спасибо. Что это за монстр сиреноголовый, если для вас это ничего не говорит? Абсолютно. То есть, то дети, которые сейчас слушают Азию Плюс, то они такие, я знаю, что это такое. Я просто потратил время, уделил время тому, что смотрит мой сын, и среди всей вот этой непонятной дичи был и этот сиреноголовый, странное какое-то существо, и я его использовал как символ чего-то плохого, чего-то безвкусного, который... Вы же заметили, что он сначала был далеко, потом все ближе. Это что-то плохое, которое приближается к нам. И последний кадр, о котором я тоже хочу сказать, вот на самом деле камера была наведена, ну, условно говоря, вот на этого монстра, да, и она медленно потом перешла на интернет-роутер, знаете, и вот, да, вот на этот... И на нем что было? Да, на нем были две антенны, похожие на два вот этих вот рога. Да, на самом деле, и вот этот кадр был говорящий большей частью, и никакие слова, и никакие реплики в этот момент просто не нужны были. Но и еще хотелось бы отметить, в самом начале кинокартины слышится очень такая интересная своеобразная музыка. Я вот честно могу сказать, что
что именно она меня вначале большей частью привлекла, потому что она меня погрузила в мир, наверное, не драмы большей частью, а в мир какого-то и не артхауса тоже, а триллера. Вот буквально у меня было ощущение, что я смотрю триллер. Но в дальнейшем семья, дальше дети, думаю, что дальше будет? Да, вот почему выбрано такое вот музыкальное сопровождение, которое держит тебя в напряжении? И это специально было или вы не задумывались? Да, здесь каждый элемент работает на раскрытие сюжета. Почему так мы сделали? Потому что мы хотели создать ощущение какой-то скрытой угрозы. Вот если прочитать синопсис фильма, то кажется, что-то какой-то скучный фильм, да? Там нету погони, нету драк, там единственная драка, которую мы добавили, и то чуть-чуть. Я его не хотел даже добавлять, но пришлось, чтобы как-то разнообразить фильм. Но мы хотели создать такую вот атмосферу ожидания чего-то плохого, потому что в конце то, что происходит или не происходит, мы не знаем. Это же трагедия. Да, по сути, это трагедия. А если взять вот с другой стороны подойти, если исключить из вашего фильма вообще, в принципе, интернет? Так, то, наверное, фильм бы не получился. Они бы говорили, они бы делились друг с другом своими проблемами, они бы их быстро решили. Они бы поехали на море, там как раз было лето, они поехали на море вместе со всей семьей, взяли бы свекровь с собой и прекрасно провели бы время. Интернет зло. Интернет. Но, в принципе, а вот какие ключевые моменты самой картины вам понравились больше всего? Вот, мне самому? Да, самому, конечно. Вот, знаете, проблема режиссеров заключается в том, что когда ты создаешь свой фильм, ты не смотришь на этот фильм своими глазами. Поэтому мне хочется как можно большему числу людей показать это, чтобы послушать их мнение. Чаще всего, когда вот человек, в принципе, смотрит на свою работу со стороны, больше он находит ошибки, большей частью. Да, то есть он натыкается на ошибки, вот здесь ошибка, вот здесь вот тут не то, вот так не то. Или что-то можно было сделать лучше. Да, или что-то можно сделать лучше. И это всегда вот замыливает немного взгляд, и ты не понимаешь, как смотреть на свою работу правильно. Да, и еще ты знаешь, что за этим кадром вон там стоит человек, который держит микрофон, здесь стоит оператор. Поэтому ты не можешь на это смотреть как на кино. И еще одна вещь, которую хотелось бы затронуть, вы тоже сказали, что монтажом занимались вы. Да. Вот тяжело ли было заниматься режиссеру монтажом? Потому что, как правило, хочется, знаете, одно дело снимать, одно дело, когда ты следишь, что происходит на съемочной площадке, следишь за сценарием, еще и сценарист тому же. А тут еще и монтаж. Вот такое ощущение, что один человек просто все это взял и сделал. Если честно, я больше комфортнее себя чувствую в монтаже. Я там чувствую себя как рыба в воде. Почему? Не знаю, это мое. Это вот у меня голова как раз под это заточена, и я получаю огромное удовольствие, когда я занимаюсь монтажом. Ну, довольно интересное мнение, потому что для меня монтаж... Хотя нет, вы знаете, многие режиссеры присутствуют при монтаже, и, наверное, это правильно. Да. И я думаю, что вот вы знаете вот Джеймса Кэмерона, да, замечательного, всемирно известного режиссера. Так, кстати говоря, мне кажется, каждый кадр, говорят, он просто просматривает через микроскоп. А есть много режиссеров, которые сами монтируют. Вот назовем Роберта Родригеса, вы все его знаете. Да. Вот он сам пишет, сам режиссирует, сам монтирует, сам делает музыку. Вообще, в принципе, тяжело ли быть режиссером? Потому что, мне кажется, люди, которые живут этой профессией, видят что-то, что не видим мы, допустим, радиоведущие, к примеру говоря, или другие люди. Тяжело ли быть режиссером? Какой у вас взгляд на этот мир? Очень, да. На съемочной площадке очень тяжело быть режиссером, потому что, как говорил один человек, режиссер – это капитан тонущего корабля. Надо всех убедить, что корабль не тонет, без паники, все нормально. Какой, кстати, был первый фильм, можете мне рассказать немного? Что это за картина была? Первый фильм? Да. Мой? Да. «Экран». «Экран»? Серьезно? Это мой дебютный фильм, да. Это первый фильм, который я снял по первому сценарию, который я написал. Но сценарий был не один, как я понимаю, вы уже писали для других... Я раньше занимался и до сих пор занимаюсь рекламными роликами, и это мне помогло в этом.
написания сценария, но впервые в жизни я написал сценарий от начала и до конца, и сразу же по нему начали снимать фильм. Ну, это повезло. Да. На самом деле, сейчас, как я понимаю, вы собираетесь тоже расширять свою небольшую компанию частную. И немного можете мне рассказать тоже? Конечно. Наша новая компания называется Dove Films. Это частная компания. Наши цели в том, чтобы развивать киноиндустрию в Таджикистане. Я считаю, что этому уделяется очень мало внимания, и это недооценивается, особенно в эпоху, когда сейчас идет цифровая война. Я думаю, что мы должны серьезно к этому относиться и вкладывать туда много внимания и средств. Таджикское кино, оно должно существовать, оно должно развиваться, и, мне кажется, такие люди, как вы, должны двигать эту индустрию вперед. Это важно, это заслуживает особого внимания. Ну, вы знаете, вернемся к фильму. Мне все-таки хотелось узнать, а вот как подбирали актеров, как взаимодействие между ними происходило? К сожалению, у нас выбор актеров небольшой. По сути, бюджет, наверное, был тоже не особо большой. Откуда вы знаете? Актеры более взрослые, советской закалки, они есть. Есть из чего выбирать, они очень хорошо знают свою профессию, а вот между ними есть какая-то пропасть. Сейчас молодежь тоже начала, да? То есть актеры такого среднего возраста, скажем так. Среднего возраста, здесь проблемы. Здесь практически не есть чего выбирать. Но, к счастью, мне кажется, что нам повезло, и все актеры, которых мы нашли, они на своем месте. Очень хорошо смотрится. Очень хорошо смотрится. И я также хочу еще отметить звуковое сопровождение. Мне тоже очень понравилось. Ну, я правду скажу, хоть это и дебютный ваш фильм, но я хочу сказать, что работа была проделана колоссальная. В том отношении, что звук погружает тебя в атмосферу происходящего. Да. Хотя я слушал на своих ужасных наушниках или динамиках, но все равно звуковое сопровождение было качественным. Оно прям буквально погружает человека в эту историю. Обычно, как записывают звук, есть такая изолированная комната, например, берут два сапога и начинают там шагать, да, в зависимости от того, какая поверхность там в кино. А я решил сделать так. Если, например, сцена на крыше, я поднялся на крышу, начал записывать все звуки, как из крыши доносятся другие звуки. Вот эти провода, еще есть кабели, какие звуки издают они. Отнесся к этому очень тщательно. И получился такой живой звук. Не, ну это правда. На самом деле, когда я слышал, как происходит, как персонажи, да, допустим, двигаются по комнате элементарно, даже какие-то мельчайшие вещи, они были очень хорошо зацеплены вами и прочувствованы в большей части. И еще я хотел одну историю рассказать. Да. Наверное, моя мама сейчас это слушает. Мама будет ругать. Моя мама была моим ассистентом. Я помню, как она таскала по дому чемодан с колесиками. Я за ней записывал. Спасибо за это маме. Кстати, маме нужно отдельно гонорар за это прописать, вы сами понимаете. Ну, маме можно не платить. Да. Ну, короче, кого-то дома не ждут. Я так думаю. В самом начале, когда я только вышел в эфир с нашим замечательным гостем, я его представил как режиссер и сценарист. Да ничего подобного. Это, по-моему, создатель этой картины. Зариф Зарипов у нас сегодня в гостях. Еще раз приветствуем вас. И, знаете, времени остается очень мало. У меня будет, наверное, все же такой вот вопрос к вам. Как вы видите, во-первых, свое будущее через несколько лет? Это раз. Ну и, во-вторых, конечно, как видите будущее той картины, которую вы создали? Я надеюсь, что его посмотрит много людей, и это мне поможет в дальнейшем создавать новые фильмы. Про будущее кино я считаю, что
без поддержки людей, которые уже этим занимаются, у молодых просто не будет шансов. Надо всячески поддерживать тех, кто хочет начинать, им во всем помогать. В частности, мы для этого и создали кинокомпанию DoveFilm, чтобы помогать молодым талантам. Например, мы скоро анонсируем конкурс короткометражных фильмов, который будет называться «12». Мы отберем из этого, из всех сценариев, которые будут нам отправлять, 12 штук, и из этого будем им помогать снимать это кино. Так что то есть, обращайтесь. Формат какой будет? Короткометражка, понятно, а темы выбирать будете сами, или же это абсолютно... Тема будет свободная, какая нравится автору. Автору. Ну, то есть это, может быть, даже мобилограф или снимать на телефон мобильный, то есть здесь никаких, в принципе, нету рамок. Самое главное, чтобы вы были фанатом кино, чтобы вы были влюблены в кино, чтобы у вас была мечта снять свой фильм, и мы вам в этом поможем. Не волнуйтесь, если там что-то вы не знаете, мы вас будем поддерживать. Ну что, ну здорово, молодые таланты, так что, если что, DoveFilm. Мы есть в Инстаграме, мы есть найдите обязательно. В Ютубе, да. И такой вопрос, завтра премьера. Волнение есть? Да, есть. Я очень хочу... Жду комментариев, жду мнений. Очень хочу, чтобы люди его посмотрели. Я, наверное, скажу свое мнение самый первый. Ну, я не первый, конечно, кто посмотрел данную картину, но тем не менее, хочу отметить одно, что я думаю, что многие из нас, процентов, наверное, 70, а может даже и 80 людей в Таджикистане и даже за пределами Таджикистана просто узнают себя. Как в зеркало будут смотреть. Я думаю, название нужно было сделать «Зеркало». Зеркало. Да, я думаю, это как раз было бы та самая суть, которая отображает... А я смотрел толковый словарь, там в слове «экран» написано «отражающая поверхность». Ну тогда все в точку. Все в точку. Все нормально. Мы все продумали уже. Все продумали. Да. В любом случае, друзья, смотрите классное кино, которое создается в Таджикистане. Подчеркну, made in Таджикистан, друзья. Это важная фраза, потому что мы должны продвигать собственную культуру, собственное видение и понимание, каким должно быть наше таджикское родное кино. Спасибо огромное. Зариф, то, что сегодня пришли, потратили свое драгоценное время. Спасибо вам. Я вот посмотрел на Зарифа, мне показалось, что в момент, когда он просто шел до нас, до нашего офиса, он уже снял часть своего нового фильма. Новый фильм будет про Азию плюс. Про одного загадочного диктора. Мы, как говорится, у нас все записано. Так что все запротоколировано. Абсолютно верно. Так что помните. Всем удачи. Пока-пока. Всем до свидания. До свидания.